Нас точно уже видно, мы в эфире. Ну, это хорошо. Вот неудобно, не совсем комфортно, когда ты не в зуме, да, и не видишь сам себя, как говорится. Ну что, добрый вечер уже, да? Добрый вечер, уважаемые студенты Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования и уважаемые родители, те, кто присутствует вместе со своими детьми, да? Вместе со своими детьми. Такие собрания, как сегодня, сейчас, в общем-то, новая традиция нашего университета. И понятно, что это связано с непростой, скажем, да, ситуацией, в которой мы находимся уже почти год. И, конечно же, поскольку мы все не избалованы сейчас очным общением и даже онлайн-общением, то такие собрания, такие возможные встречи, конечно, они должны быть, должны проходить для того, чтобы мы были с вами на связи, постоянно могли держать и мы со своей стороны руку на пульсе. И, конечно же, все возникающие у вас вопросы, рассуждения, раздумья вы могли бы здесь решить, задать вопрос, пообщаться, да, и так далее. Вот. Для этого, наверное, такие встречи действительно нужны. Но, в общем-то, мы с вами уже встречались таким образом, да, онлайн на факультете, у нас в институте, да, но сегодня вот более официально, чтобы вы видели стены не только родного института, но и стены всего университета и второго корпуса, да. Мы с вами встречаемся здесь. Вот вы видите, что мы во втором корпусе, в 203-й аудитории. Вот. И я думаю, что за этот вечер мы постараемся ответить на все возникающие у вас вопросы. Вот. Ну, еще раз представлю, вы видите, да, здесь это заместитель директора по учебной работе Алдашов Андрей Николаевич перед вами, да, заместитель директора Ахтямов Рамис Саматович по воспитательной работе с вами, да, и методист по очному отделению обучения это Радмир Рустамович Хазиев. Вот он тоже здесь. Поэтому все вопросы, которые возникают у вас по учебной, воспитательной работе, я думаю, что вы сегодня сможете задать. Итак, для всех уже вы наверняка осведомлены. Хорошая новость. Я думаю, что хорошая, как многие студенты уже сказали, да? Новость постепенного, поэтапного выхода к прежней очной форме обучения, к привычному для нас реальному, да, уже реальному формату общения, реальному формату обучения. Поэтапное обучение, поэтапный выход связан еще до сих пор с непростой, сохраняющейся ситуацией пандемии, да, и он более сейчас действительно рационален, более целесообразен, когда не все наши студенты очного отделения смогут одномоментно прийти, а поэтапно. И принято решение руководства о том, что сейчас с 8 февраля выходят на обучение студенты вторых курсов. Ну, объясню почему. Вот сейчас я вижу, что студенты разных курсов у нас присутствуют здесь, и многие задают вопрос, а почему не мы, а когда мы, да, а когда нас встретит институт? Ну, поясню, почему со вторых курсов, казалось бы, да. Действительно, вторые курсы, на наш взгляд, и на взгляд наших коллег, да, по общему мнению, самые, так сказать, обделенные, можно сказать, в учебе, в очном обучении. И курсы, которые действительно вызывают у нас тоже определенные сейчас, ну, скажем, настороженность, опасения за вас, переживания и так далее. Поскольку второй курс ушли на дистанционное обучение в марте, да, прошлого учебного года, и, ну, практически, можно сказать, год вы находитесь на дистанционном обучении. Но еще успели ли вы тогда к марту месяца состояться как студенты? Да? Ну, кто-то уже хорошо влился в студенческую жизнь, кто-то еще только начал адаптироваться, может быть, и к условиям города, и к условиям вообще студенческой жизни и так далее, и вы ушли в дистант. Поэтому мы с огромным нетерпением, да, и переживаниями ждем вас опять в наш институт 8 февраля, да, практически вот тут осталось 3 дня, в понедельник, и надеемся на то, что вы вновь начнете хорошо учиться, придете живыми, здоровыми, такими же здоровыми останетесь, да, и никто не заболеет. Вот, очень на это надеемся.
Вот. Поэтому вторые курсы. Начинаем со вторых курсов. Во всем университете обучение 8 февраля начинается со вторых курсов. Далее, согласно вот этому поэтапному плану выхода действий, 15 февраля планируется выход студентов выпускных курсов, да, выпускных курсов бакалавриата, а также первого курса магистратуры и вообще первого курса. И вообще первого курса. И здесь, конечно, уже те ребята, которые об этом хорошо знают, третьи курсы и четвертые курсы не выпускные, несколько озадачены, да, а нам тоже хотелось бы, да, и так далее. Но здесь мы пока можем только вам сказать, подождите, пока у нас нет какой-то более точной другой информации. Я еще раз объясняю, что это связано, да, с тем, чтобы наши решения были разумные, да, это связано с тем, чтобы все-таки действительно мы посмотрели, каким образом сейчас мы все будем адаптироваться вот в этом обычном общении, да, какая будет ситуация с заболеваемостью, какая будет вообще ситуация сейчас, да, в регионе, связанная с пандемией, да, и так далее. И уже каждое любое решение, оно будет приниматься очень взвешенно. Поэтому 3-4 курс вам огромный кредит доверия от университета. Огромный кредит доверия. Вы считаете сейчас самыми стабильными, да, и, скажем, самыми успешными в дистанционном обучении. Поэтому, как мы уже и говорили, для вас хорошая возможность использовать то время, которое вы бы тратили на дорогу, использовать его для других более важных целей, да, скажем, участие в мероприятиях научных, да, воспитательных, каких-то других мероприятиях, я имею в виду онлайн, да, общение, онлайн-общение и так далее. Чтобы не затягивать уже наше общение, я сейчас передаю слово Андрею Николаевичу Алдашову. Он вас познакомит, во-первых, с приказом, который у нас вышел, с приказом ректора по университету, приказ 42.0, номер 42.0. И, пожалуйста, внимательно, прослушайте, какие-то будут возникать вопросы. Или все организационные, которые сейчас возникают уже вопросы по ходу в чате, я думаю, что он тоже на них ответит. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие родители, здравствуйте, уважаемые студенты. Мы очень рады запустить процесс очного обучения с понедельника, с 8 февраля и далее с 15 февраля. Будем надеяться, что этот процесс у нас пойдет не без шероховатости, но все-таки без срывов. Будем надеяться, что больше мы уже не будем возвращаться к дистанционному формату обучения, поскольку, в принципе, это хорошая, конечно, вещь, но она в разумных пределах хорошая. Поэтому будем надеяться, что у нас вот этот точный формат не прервется. Но для того, чтобы этот точный формат хорошо работал, нужно будет некоторые положения приказа ректора, я сейчас озвучу, нужно будет их соблюдать и стараться соблюдать. Весь приказ зачитывать, я думаю, не имеет смысла, но некоторые положения я озвучу и прокомментирую. Начнем с того, что все занятия, не требующие специализированного лабораторного оборудования, для одной академической группы проводятся в одном и том же помещении. То есть вы, наверное, обратили внимание, расписание у нас появится, актуализированная версия потом завтра на сайте. Там будут проставлены аудитории с учетом того, сколько в группах студентов. Примерно так мы это все оформили. Будем надеяться, что эти аудитории вас устроят, к вам будут приходить преподаватели. Но если у вас будут лабораторные занятия, то, конечно, в данном случае аудитория может поменяться. То есть вы будете уходить в другую аудиторию. Есть один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Это то, что преподаватели в возрасте свыше 65 лет продолжают с вами ваше обучение в дистанционном формате. То есть вы должны быть готовы к тому, что некоторые пары у вас будут проходить в дистанционном формате. Потому что здесь преподаватель старше 65 лет. Пока что режим для этих людей не снят по республике, поэтому они не могут в очном формате с вами заниматься. Прошу отнестись к этому соответственно. Мы будем, конечно, стараться, чтобы эти занятия проходили без срывов. Будем стараться, чтобы они не потеряли того качества, которое, может быть, уже появилось с учетом этих 11 месяцев онлайн-обучения.
Далее. Для студентов и работников университета в помещениях университета обязательным является ношение масок, пользование санитайзерами и рециркуляторами воздуха. Дорогие студенты, обращаю ваше внимание, что в масках вы должны будете ходить. Это первое. Второе. На входе у вас будут измерять температуру. Сразу говорю, что если температуры нет, ни в какой журнал вас записывать не будут. Если температура 37 и выше, то вполне естественно вас запишут в журнал, и, к сожалению, вы на занятия в этот день допущены не будете. Вы должны будете принести справку от врача, что вы не больны. То есть имейте это в виду. Если вы чувствуете себя плохо и у вас дома вы померили температуру перед тем, как выезжать, то, ради бога, пожалуйста, лишний раз испытывать судьбу не надо. Вот. Тем более, что вы не одни, и все-таки есть однокурсники. Я понимаю, что вы их 11 месяцев не видели в том формате, в каком привыкли с ними общаться. Но давайте все-таки чуть-чуть мы немножко потерпим. Я надеюсь, что к формату дистанта мы постепенно все-таки от него отойдем. Далее. Столовые университета завершить подготовку пунктов питания к 5 февраля в целях обеспечения питания студентов и сотрудников с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Ну, кто у нас учился первый курс, вот, и студенты старших курсов, наверное, вы еще не забыли, как у нас корпус выглядит. Вот, поэтому у нас будет... Там, где была 103-я аудитория, там у нас буфет. Сразу обращаю ваше внимание на первом этаже, поэтому буфет там будет работать. Далее. Формат подачи звонков остается прежним. Мы учимся с 8:00, а не с 8:30. Вот я вижу вопрос. То есть пока что формат подачи звонков, формат пар, вот, теперь уже в очном режиме, он с 8:00. Поэтому рассчитывайте свое время, чтобы без опозданий. Я очень прошу стараться не опаздывать. Я понимаю, что могут быть пробки и прочие нюансы, но злоупотреблять этим все-таки не нужно. Вот тем более у вас там будет часовой перерыв. Далее. Обращаю ваше внимание, что у вас должны быть электронные пропуска. То есть в наш корпус, я понимаю, в наш корпус мы еще как-то можем посмотреть, хотя это тоже не приветствуем, да. Но ведь в другие корпуса, если у вас там будут какие-то лабораторные занятия, то есть вас просто туда не пропустят. Понимаете, в чем дело? Вот, это следующий момент, на который бы я хотел обратить внимание. Вот, и еще, в принципе, тоже... Этим злоупотреблять не будем, но в принципе 8 числа вот, и 15 мы не будем выдавать студентам и сотрудникам многоразовые маски, вот наши БГПУ, поэтому все равно вы приходите в масках, но на входе или потом в ходе занятий вам эти маски раздадут. Постарайтесь как бы их получить, чтобы у вас был какой-то запас, чтобы вы ходили в маске, и другая маска у вас была в запасе. То есть это, наверное, нужно, потому что мало ли что, или тесемки порвутся, или еще что-нибудь. Вот. Единственное, что я бы вас попросил, ребята, я бы очень вас попросил, что если у вас маска по каким-то причинам, прошу прощения, вышла из строя, то уж опустите ее, пожалуйста, в урну и желательно в полиэтиленовом мешочке. Вы понимаете, если у нас маски будут по всему корпусу валяться, и урны будут наполняться к концу занятий масками, это тоже не дело. Все-таки как бы мы здесь 5 лет или 4 года, или 2 года, если магистратура, мы здесь учимся, и я бы очень хотел, чтобы мы пришли в корпус нормально и ушли бы нормально. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что здоровье – это прежде всего. Если у нас что-то, не дай бог, случится, мы опять вернемся к дистанционному формату. Я не сторонник такого постоянного дистанционного формата. Вот. Если у вас есть вопросы, я постараюсь ответить, но я вот вижу, здравствуйте, понимаю, что сроки вышли, есть ли возможность сейчас оформиться индивидуальный график обучения в связи с работой по специальности, магистратура, выпускной курс. Эдвард Касьянов. Ну, Эдвард Касьянов, здравствуйте, Эдвард, попробуйте оформиться, ладно. А чё ж вы раньше-то не оформились? Вот. Мы не хотим выходить, мы не хотим заразиться. Но, ребята, это приказ, вот. Причем этот выход поэтапный. Если вы обратили внимание, то в других вузах тоже студенты выходят. То есть здесь я без комментариев. Мы не хотим выходить, мы не хотим заразиться. Есть приказ, который подразумевает поэтапный выход на очное обучение. Аудитории в расписании проставлены, если вы посмотрите, там у каждой группы указана аудитория. Это будет аудитория за вами закрепленная, по крайней мере, вот на это полугодие, я надеюсь, до июня месяца. Спасибо. Все, да, сейчас на данный момент?
Ребят, действительно, что касается вашего, вот я вижу тоже сейчас в чате, пишут, мы не хотим выходить, не хотим заразиться. Я очень переживаю за свою жизнь и жизнь своих близких. Можем ли мы продолжить обучение в дистанционном формате, да, и так далее. Вот, во-первых, Андрей Николаевич сказал, что это приказ. Да, это приказ, который принят и регламентирует форму обучения. Это один момент. Второй момент. Этот приказ не на ровном месте, как я уже сказала в самом начале. Да. Вы сейчас наблюдаете, что большое количество вузов в России переходит уже на очный режим обучения. Кто-то, вот, дело в том, что во многих вузах, вы же знаете, в большинстве вузов сейчас идут каникулы. Да, и ребята выходят с каникул 8, 9, 10, 11 февраля, вот в зависимости, да, от графика обучения в разных вузах России, насколько, да, мне известно. И очень многие вузы уже приняли решение вообще о полном, да, тотальном выходе, обычном выходе на очный формат вот, всех курсов. Да, где-то есть модели другие, когда лекции остаются в дистанте, практические занятия для всех курсов ведутся в уже обычном очном формате. Да? Вот. Поэтому вы это уже прекрасно должны были знать. И у нас как раз в нашем вузе, по-моему, вот этот поэтапный режим выхода, поэтапный такой вот формат выхода, на мой взгляд, он самый, что ни на есть, безопасный. Потому что, еще раз подчеркиваю, с понедельника, с 8-10 февраля очень многие вузы в России выходят уже полностью на очный формат. Вы так быстро не листайте, пожалуйста, молодой человек, потому что мы еще не прошлись, да? Да, понятно. То есть мы просто некоторые вопросы пропускаем. Хорошо, тогда постараемся побыстрее. Что? Давайте вернем чуть-чуть назад вот от этого вопроса, где вот Ромка пишет, да, что я боюсь заразиться. Вот, поэтому правильно отвечает вам председатель студактива Валерия, что если вы будете соблюдать меры безопасности, то никто не заразится. Ну, мы не знаем насчет никто, да, но оптимистичность и правильность подхода Валерия действительно это так. Вот, значит, во-первых, как уже Андрей Николаевич вам сказал, меры безопасности мы соблюдаем. Да, потом вы прекрасно знаете, что вы выходите, пока только, вернее, выходит второй курс. Да? Тем более ситуация мониторится, и такое решение, оно принято не с нуля и не на ровном месте. Да? То есть это результат, в общем-то, и мониторинга, и общей ситуации в России. Но есть еще один момент. Ребят, мы с вами учителя. Вы будущие учителя. И вы прекрасно знаете, что все общеобразовательные организации, да, и в том числе многие из вас, кто работают в общеобразовательных организациях, да, и те, кто даже сейчас уже подали заявление на индивидуальный график обучения, у нас их 28 человек в этот раз, успевших подать правильно, вовремя, в сроки, да, это тоже ребята, которые работают в общеобразовательных организациях. И вы знаете, что все общеобразовательные организации Башкирии сейчас работают в обычном очном формате. Дети, школьники у нас учатся. Да? Дети, школьники у нас учатся. То же самое у нас работают все детские сады без каких-либо ограничений, как образовательная организация. Вы будущие учителя. Вот, и поэтому вы в этой ситуации уже вполне тоже могли бы оказаться, и ни на каком дистанте или на удаленке вы бы не были. Вот. Но опять-таки нужно понимать, что педагоги, учителя находятся в приоритетной категории граждан для вакцинации. Да? То есть понятно, что сначала медики, но учителя тоже в приоритетной категории для вакцинации. Вот. Дальше иду по вопросам, чтобы они от нас не убежали. Значит, а лекции тоже будут очно. Да, Светлана, еще раз, лекции будут очно. Единственное, это ограничение для преподавателей, которые попали в категорию 65+. Вот их лекции у вас пока будут сохраняться в дистанционном режиме. Вот. Самый важный вопрос, работает ли буфет, но я всегда шучу, для историков, конечно, да, работа работой, война войной, а обед по расписанию. Поэтому буфет, вот как Андрей Николаевич сказал, с 8 числа будет запущен. Буфет у нас будет в бывшей 105-й, да? в 103-й, в бывшей 103-й аудитории, то есть в конце нашего коридора. А здесь в начале сейчас хорошая обычная учебная аудитория. Вот. Ну, с 15 числа мы очень надеемся, что
все-таки будет запущена столовая. Но, к сожалению, она пока в том плачевном виде, в котором, в общем-то, вы ее и помните. Вот. Ну, надеемся, что работать она будет. Буфет хороший. Первокурсники уже, в общем-то, буфет апробировали. Да? В сентябре, в октябре они там были. Почему начало пар 8 часов? Расписание с 1 сентября было утверждено, расписание звонков было утверждено, принято решение о изменении расписания и начале обучения с 8 часов на ученом совете университета. Вот, и поэтому его никто не менял. Сейчас расписание звонков. Что касается, мы не успеваем из общежития дойти, но смотря вопрос, во сколько вы вышли. Да? То есть в общежитии вы можете, по-моему, там есть правило, что нужно прийти не позже 11, ну а что выйти нельзя раньше, такого, по-моему, правила в общежитии нет, Эльмир, насколько я знаю. Поэтому раньше встаем, раньше начинаем рабочий день, раньше ложимся спать. Все зависит от самоорганизации, все можно успеть. Проблема сейчас только у тех ребят, которые как раз живут не в общежитии, а те, кто живут у нас за южным выездом из города. Вот у этих ребят действительно проблемы. И поэтому сегодня уже вот ребята из Чешминского района подписывали заявление на заселение, да, в общежитие, хотя до этого они спокойно и комфортно могли ездить из дома и домой ежедневно. Но сейчас вот у них в связи с создавшейся, да, новой ситуацией и со строительством новой развязки, у них возможности такой, наверное, ежедневно ездить нет. И им нужно действительно поселяться в общежитии. Да? Вот что касается хронических заболеваний, кто попадает в группу риска. У нас есть действительно такие ребята, и здесь, в принципе, все точно так же, как и с определенными категориями граждан. Да? Вы действительно можете написать заявление, что вы являетесь, что просите перевести вас на дистанционное обучение, да, в связи с наличием хронического заболевания. Далее вы прилагаете все необходимые подтверждающие документы, медицинские справки, да, и после этого, конечно же, вы обучаетесь дистанционно. То есть для категории ребят с хроническими заболеваниями эта возможность есть. Вот. Но другой вопрос, что первокурсников, Ксения, мы, в общем-то, уже мониторили и по вашим личным карточкам, да, и первокурсники, у которых было хроническое заболевание, они, в общем-то, такие заявления написали еще в сентябре. И уже с сентября были на дистанционном обучении. Поэтому, Ксения, насколько я помню вас, вы не были в этой группе. Но, тем не менее, если есть на это основание, то, конечно, это ваше право. Вот. Ну, Эмиль, я как-то очень боюсь вот этих таких ваших фраз, поскольку не знаю, чем они продиктованы. По-моему, уже мы ответили вам на вот такие вот опасения. Да? На такие вот опасения. Что касается, как приехать из другого конца города без опозданий, учитывая то, что мост разобран и пробки, еще раз говорю, на южном выезде, все остальные пробки, выезды, да, что касается других концов города, там и Норса, Сипайлова и так далее, никакого труда это не вызывает. То есть приехать к 8 часам можно, мы в деканате работаем, приезжаем, как правило, к 8 часам, и здесь, каких-то новых ситуаций с пробками в городе на других дорогах я не вижу. На южном въезде, да, тут, конечно же, да, я это уже озвучила. То, что касается передвижения по городу, нужно выезжать раньше. Все зависит от самоорганизации. По крайней мере, как обычно, да. Вот. Вот здесь кто-то у нас в каких-то интересных социальных сетях, да, видимо, находится, да, и слушает разные фейковые новости, да. Это кто у нас? Сейчас еще раз, чуть-чуть назад, вот, Эльнара, да? Эльнара? Какой курс, интересно? Не вижу фамилию, да, под вашим ником. Ребят, мы здесь сегодня не для того, чтобы разбирать все фейковые, да, новости, которые есть в социальных сетях. Я думаю, что мы с вами с удовольствием пообщаемся об этом, когда вы очно выйдете, и будут у вас какие-то вопросы, у нас будут там беседы, да, на не только учебные темы, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. Но сейчас просто действительно нет времени для того, чтобы все фейки, которые бродят по социальным сетям, разбирать. Но я не вижу вот в этом смысла. Тем более вы гуманитарии, студенты, и вы тем более должны уметь отличать фейковые новости от реальных фактов. Да? Это ваше вообще
ключевая профкомпетенция. Поэтому попробуйте сопоставить эту информацию с другими источниками, в том числе с официальными, ну и сами ответьте себе на вопрос. Вот. Кто уже заселился в общежитие, сказали, что сдавали анализы крови, будем ли мы сдавать анализы. Но все, что касается, анализы вы сдавать не будете, да? Вообще все, что касается заселения общежития, я сейчас предоставлю слово Рамису Саматовичу, просто я опустилась отвечать именно на те вопросы, чтобы они не ушли. Поэтому давайте вот вопросы по заселению к общежитию, я их все сейчас пока полностью переадресую Рамису Саматовичу, потому что он уже, в принципе, давно с вами по этому поводу общается, и мы так и спланировали. Я сейчас быстренько пробегусь по тем вопросам, которые касаются не заселения в общежитие. Хорошо? Значит, Дмитрий, опять, почему обделили 4 курсы, да, непонятно. Хочется поскорее на учебу, с таким образом жизни на дистанционке есть вероятность больше получить психическое заболевание, нежели вирусное. Ну да, Дмитрий, я с вами согласна, да, потому что из норки хочется всегда выйти, и хочется действительно обычного общения, потому что человек развивается, и его нейронные связи вырабатываются именно в процессе живого общения. Ну, Дмитрий, еще раз, вот, может быть, вы позже подключились. То есть я повторяю, что решение о выходе принято о поэтапном выходе для того, чтобы как раз и по возможности максимально сохранить всем здоровье, да, и чтобы это решение не было таким спонтанным, да, это решение продиктовано той ситуацией, которая есть, и мы очень надеемся, вот как Андрей Николаевич тоже с оптимистичной очень ноты начал, что мы очень надеемся, что вот эта поэтапность, она не остановится, да, пока мы просто знаем только первые 2 этапа, 8 февраля и 15, и что не за горами следующий этап, когда вы тоже выйдете. Но мы об этом пока не знаем, и вам кредит доверия, Дмитрий. Кредит доверия как самым стабильным курсом, которые уже поучились, которые действительно студенты. И студенты, мало того, что еще и очень надежные, хорошие. Да. В общем-то, я надеюсь, что мы будем в онлайн-режиме пока с вами стараться быть постоянно. И тем более, ребят, если 3-й, 4-й курс вас касается, вот нужна встреча онлайн. У нас 205-я аудитория сейчас позволяет такие встречи постоянно организовывать. Вот если вы считаете, особенно к старостам обращаюсь, да, вот если вы считаете, что вашей группе нужна встреча, да, с директоратом, заведующими кафедрами, да, вот вы хотите задать вопросы, пообщаться, давайте мы ее организуем, пожалуйста, пишите, обращайтесь вот в группе, да, мы со старостами со всеми вместе, да, что вот у нас у группы есть вопросы. И мы такую встречу в рабочем порядке, да, совершенно безболезненно можем на любой большой перемене с вами организовать. Вот еще раз говорю, что 205-й у нас очень прекрасно позволяет сейчас это делать. Вот. Далее. Ну вот это все один ответ уже для всех похожих вопросов. Хорошо, это Карина касается, которая задает вопросы, вот, и так далее. Настя Врублевская, то есть уже мы тоже ответ на этот вопрос дали, да? Вот, ну, то, что касается 3-4 курсов, тоже я уже пояснила. Вот, да, в общежитии нужно будет ходить в маске по коридорам обязательно. В комнате вы можете ходить как хотите. А то, что касается места общего пользования, нужно обязательно ходить в маске. Вот чуть-чуть назад, да, можно вот так. Спасибо. Вот, практика, да, у группы ПроПД действительно по расписанию, поэтому вы сейчас заселяетесь, у вас идет практика, но она продолжается в том же формате, да, и в течение недели руководители по практике, они организуют для вас уже обычную очную встречу на факультете с такой промежуточной конференцией о промежуточных результатах практики. Вот. Что касается права, что касается дистанционных пар, здесь зависит от того, где они стоят в расписании. Если вы с этих пар, будучи, например, в общежитии, успеваете прийти на следующую очную пару, то, пожалуйста, вы можете находиться в общежитии. Да, то есть не принципиально, чтобы вы находились в аудитории. Вот. Дальше. Про хронические заболевания я уже ответила. Давайте внимательнее, Лиза, хорошо? То есть очень много вопросов дублируется. Настя тоже по 3-4 курсам уже задавала вопрос. Да? Практика у 3-го курса будет проходить в том же формате, в котором она и была запланирована. То есть здесь вот опять-таки, Регин, давайте мы с руководителями образовательных программ и заведующих кафедр, выпускающих, у кого эта практика, да, вы обговорите, поскольку я не совсем понимаю, о какой именно практике вы ведете речь. Практик на 3-м курсе не одна.
Да, есть летняя вожатская практика, да, есть практики, которые предусмотрены в рамках профиля, например, да, и так далее. Поэтому давайте предметно это с руководителем образовательной программы. Вы с ними со всеми на связи. Да? Вот. Что касается прохождения преддипломной практики, это тоже вопрос к кафедре и руководителям образовательной программы. Да, поскольку в зависимости от того, на какой образовательной программе вы учитесь, да, так кафедра и принимает такое решение. Во-первых, это связано еще и с тем, какая у вас ВКР, какая тематика ВКР. Потому что результаты преддипломной практики – это, в общем-то, результаты практической части вашей ВКР. Они привязаны к тематике, привязаны к плану работы над практической частью ВКР. Поэтому решение, где вам проходить преддипломную практику, принимает кафедра и руководитель образовательной программы. Ну и руководитель преддипломной практики, конечно. Да? Вот. Значит, после второй, правда ли, ну, Эльмир, мне очень интересен ваш вопрос, правда ли, что после второй пары перемена длится час? Ну, я думала, что с расписанием у нас с 1 сентября все знакомы, и все могут посчитать, да, сколько времени пройдет от 11:20 до 12:20. Да? Вот она большая перемена. Вроде с 1 сентября мы ничего не меняли. Вот. Далее, да? Так, ну вот, так. Ага. А можно ли, да, оповестить 3-4 курсы раньше, да, чем... Ну, пораньше, да, чтобы им увольняться за 2 недели, да, и так далее. Ну, я думаю, что все это будет учтено. По крайней мере, мы видим, что сейчас вторые курсы были оповещены точно, наверное, дней, ну, примерно за 2 недели, да, наверное. В общем-то, мы и говорили об этом уже, да, что настраивали вторые курсы. Вот. Но, опять-таки, это вопрос, который никак не предусмотрен, да, в учебном процессе. Вы находитесь на очном обучении сейчас, и поэтому где вы работаете, как вы работаете, тем более вы не находитесь на индивидуальном графике, нам вообще практически неведомо. Для нас вы студент очного отделения, вы получаете стипендию, если хорошо учитесь, да, поэтому здесь вопрос сугубо частный и ваш. Вот. Да, Ксения, на входе в корпус очередь нечасто, во-первых, да, и уже Андрей Николаевич сказал сейчас о том, каким образом будет проходить термометрия. То есть записывать будут только тех, у кого будет температура. А других записывать не будет, и это позволит сократить вот ваше пребывание там на входе. Вот. Так. Все. Вот далее вопросы пока приостановим тогда, да, ну, если будут идти, мы к ним вернемся. И я все-таки даю слово уже заместителю декана по воспитательной работе, потому что очень много вопросов по заселению в общежитие. Это целый блок, который мы хотели сегодня осветить. Пожалуйста. И потом будем дальше отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, уважаемые ребята, уважаемые родители. Да, действительно, данный блок, он достаточно большой, объемный. Информацию, ну, то есть отправляли буквально на этой неделе по графику заселения. Но давайте еще раз пройдемся по нему. С завтрашнего дня у нас выходит 5 февраля будут заселяться второй курс и бакалавры и первый курс магистры с 8:30 до 17:00. Общежитие у нас остается то же самое, это общежитие номер 5. Документы, которые необходимы на заселение, это у нас, во-первых, договор найма жилого помещения, во-вторых, это, ну, естественно, обязательно паспорт, в-третьих, это результат флюорографии. Для второго курса, естественно, нужны будут фотографии 3×4, 4 штуки. Также для второго курса необходим ордер. Образец у нас имеется в группе ВКонтакте студенческого городка. Также это заявление на койко-место. То есть тоже образцы все есть в группе ВКонтакте студенческого городка. Ну и чек об оплате за проживание за месяц. Стоимость, напомню, проживания в 5-м общежитии составляет 1392 рубля. Это в месяц. Обязательно заранее, ну, вот кто будет завтра заселяться в общежитие, пожалуйста, я знаю, что многие уже подготовили документы, но еще раз попрошу, внимательно проверьте,
по данному перечню, который вам был выслан буквально недавно, еще раз посмотрите фотографии, результаты флюорографии, и завтра в 8:30, пожалуйста, ну, без опозданий, так скажем, начинайте заселяться. Далее, на следующей неделе у нас 10 февраля с 8:30 до 17:00 мы ожидаем студентов выпускных курсов ИБСГО, это которые проживали во втором общежитии. То есть у нас остались на 5-м курсе ребята, которые живут еще там. Далее, 11 февраля, также время то же самое. Заселяется у нас 1-й курс бакалавры, 5-е общежитие. Поскольку вы у нас уже осенью заселялись, поэтому для вас необходимы только несколько документов. Это договор найма жилого помещения, паспорт, результаты флюорографии и чек оплаты. Если вы уже оплачивали за год, то, соответственно, чек не нужен будет. Далее. 12 февраля у нас заселяются остальные, то есть это у нас выпускные курсы. Это 4-й курс «Право и правоохранительная деятельность», «Экономика». Также это 5-й курс с 2 профилями педобразования и магистры 2-й курс. Это у нас 2 группы. Для вас также необходимы вот эти вот документы в количестве 7 штук. Так, сразу отвечу на вопросы по общежитию. По поводу анализов был там вопрос. Анализы вам сдавать не нужно будет. Единственное, это нужно принести результат флюорографии. Как вы знаете, он действует год. То есть, если вы проходили в марте 2020 года, к примеру, флюорографию или позднее, то вам данная справка, то есть она будет действительна. Если же нет, то в принципе у вас еще есть время для того, чтобы пройти. Далее, тут еще такой вопрос был по поводу режима работы в общежитиях. Да, режим работы остается тот же самый. Это с 6 утра до 23:00. Вход сразу же скажу, то есть на входе будет измерять также температуру, необходимо будет всегда находиться в маске, и обязательно нужно иметь пропуск. Вот на пропуске хотел бы тоже остановиться. Обязательно, ребят, у нас сейчас очень с этим строго. 1-й курс уже об этом знает, поскольку они застали очное обучение в период ограничительных мер. Для всех остальных попрошу, пожалуйста, проверьте еще раз наличие пропусков. Если они у вас потерялись или вы куда-то положили и потеряли их и так далее, то необходимо обратиться в соответствующие службы для того, чтобы их восстановить. Восстанавливаются они за 1 рабочий день. Для тех, кто проживает в общежитии, это особенно будет актуально. Для тех, кто проживает в городе, так скажем, вам тоже необходим будет пропуск для того, чтобы пройти в учебные корпуса. Если вдруг они у вас размагнитились, так скажем, за время сидения за 11 месяцев, да, то, так скажем, и вы об этом узнаете только, когда придете в первый день обучения, возьмите с собой на всякий случай подтверждающий документ, то есть, естественно, паспорт, и так далее. Так, дальше такой вопрос был. Тут еще вопрос. Я к сожалению, тут пропустил какие-то вопросы по общежитию, пока говорил. Так, сейчас. Есть даже некоторые вопросы, видимо, у нас ближе относятся, наверное, к естественным наукам, да, и уже тут тема для естественно-научного исследования даже уже сформулировал кто-то под ником Регинейра. Да? Не слышно было? Я смотрю, что у нас кто-то сформулировал здесь тему для естественно-научного исследования, кто-то под ником Регинейра. Да?
кто, не знаем, скрывается под ником, кто не, даже в таком нашем собрании выходит под ником. Ну, тема хорошая, можете даже скооперироваться с ЕГФ и такое междисциплинарное исследование организовать. Вот. Но что касается более серьезных, вернее, действительно нормальных вопросов, которые касаются нашего регламента обучения, вашей студенческой жизни, да, то здесь вот хотелось бы, конечно, и услышать, и увидеть, да. Дискуссии насчет перемены, я думаю, сейчас действительно среди учебного года бессмысленно, потому что расписание, еще раз говорю, звонков подписано, принято на ученом совете университета, и поэтому, по крайней мере, до следующего учебного года, то есть оно никаким образом, скорее всего, меняться не будет. Опять-таки, это сделано для того, чтобы студенты успевали за целый час, да, возвращаться со второго корпуса с физкультуры, например, да, возвращаться с физкультуры в свои корпуса и не опаздывать, и наоборот, да, приходить на физкультуру, да, и не опаздывать. То есть это связано именно с тем, чтобы вот этот час был нужен для перехода в другие корпуса, когда занятия у вас проходили не в одном корпусе. Но сейчас речь идет о физкультуре, да, поскольку физкультура, она будет все равно в обычном формате, вот, поэтому здесь тоже все это было задумано не случайно. Вот. Могут ли уйти комнаты? Так, ну, по общежитию, вот сейчас я думаю, что вопросы, наверное, были все заданы, да? Да. Еще есть. Вот здесь как раз, да, вот здесь, в принципе, уже вопросы, которые мы планировали, наверное, да? Ну, давайте уже по общежитиям, тогда я Рамис Саматовичу отдаю микрофон. Так. Да. Так. Вопрос вот по поводу с Романа, там могут ли уйти комнаты те, кто не выходит другим студентам? Нет, ваши комнаты, они остаются за вами. Ваши вещи, если вы там оставляли и не расторгали договор, то, так скажем, ваши вещи все находятся там, в комнате, поэтому насчет этого не стоит переживать. Далее, Камила. Вернут ли деньги за общежитие, если в том году проживала до марта и в этом году возвращаться не планирую? Да, Камила, отвечая на ваш вопрос, деньги, перерасчет вам сделают и вернут. Вам единственное необходимо обратиться в студенческий городок за всей процедурой оформления возврата денег. То есть это туда. Роман опять пишет, что не получили ответа по комнатам, хотя вот вроде бы только что ответили. С запозданием идет, поэтому. Угу. Да. Так. Что касается заселения 5-го курса, вот здесь, да, вопрос идет. Могут ли заселиться 10 числа? Ребята, которые в свой график не смогут приехать, могут подойти в те даты, в которые заселяются наши студенты, имеется в виду в те общежития, и заселиться также время с 8:30 до 17:00. Для того, чтобы процедура была гораздо быстрее, советую вам заранее уже дома заполнить все документы, желательно уже, конечно, и оплатить, чтобы процедура заселения не заняла у вас долгое время. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Угу. Хорошо. По флюорографии, да? Вообще результаты флюорографии у вас всегда должны быть при себе, если вы прошли флюорографию, ребят, тем более, да. Понятно, что вы в августе эти результаты сдавали, но совершенно, опять-таки, никто не знает, вы сдавали результаты там полугодовалого уже, да, срока действия, да. Мы еще раз говорим, что флюорография действует год, вот поэтому и просят у вас еще раз, да, эту флюорографию принести. То есть если вы проходили прямо накануне, она у вас свеженькая тогда, августовская, то вы эти же результаты и приносите. То есть, еще раз проходить флюорографию вам сейчас не нужно. Флюорография действует у вас год. Сейчас вот, Роза, я добавлю по поводу флюорографии. Когда вы ее проходите, вам дают в больнице такую маленькую бумажку, талончик, на которой указан номер и дата прохождения. То есть вы при заселении говорите этот номер, и по базе уже в студгородке проверяют и смотрят, когда вы прошли его. То есть, если вы, конечно, эту бумажку не потеряли, тогда снова в больницу не нужно будет обращаться.
Мгм. Опять вот по оплате за общежитие, но уже ответили. Я думаю, что, наверное, сейчас уже услышали, да? Вот. Действительно, мы просто смотрим, что нет синхронности между тем, что мы говорим, и тем, что вы слышите в эту же минуту. Вот. Ну, пока вот новых вопросов я не вижу. Да? Еще есть ли у вас какие-то вопросы, ребят? Да, конечно, да. Уважаемые студенты, там был вопрос по продлению студенческих билетов. Но кто выходит, старосты пусть соберут, мы продлим. Кто в дистанционке, если только вам нужно, то, пожалуйста, ну тоже по возможности старайтесь, мы продлим эти билеты. Но не по одному ходите, а пусть через старосту или заместителя соберете, если они вам нужны, мы их продлим. Спасибо. Так, ну, Эльмира, вот я не знаю, есть ли у нее звук, потому что она несколько раз задает один и тот же вопрос, и мы на него отвечаем. Вот, может быть, она только может в чате нам писать, да, вот здесь Эльмира Хасанова. Мы уже ответили на этот вопрос. Ребят, есть ли еще другие вопросы? Не те же самые, а другие. Вот по договору. Угу. Алия, отвечая на ваш вопрос, если вы потеряли договор найма жилья, то второй экземпляр, он всегда находится в студгородке. Поэтому я вот не совсем понимаю, вы с какого курса, поэтому я полностью ответить на ваш вопрос, к сожалению, не могу. То есть, если вы первый курс, то один ответ будет. Если старшие курсы, то вам в любом случае нужно будет договор заново составлять новый. Ага, вот что по поводу мероприятия студенческого совета, да, будет ли возможность проводить их очно, да? Но в данном случае, Роман, понятно, что очно для студентов второго курса, в зависимости от того, что это за мероприятие, да, и с соблюдением масочного режима, с соблюдением, да, всех необходимых правил и норм, которые предусмотрены в приказе, да, вот, о котором мы сейчас говорили, да, тогда можно. Но если вы собираетесь проводить мероприятия для студентов всех курсов, да, которые еще, выход которых еще не предусмотрен, то, конечно, абсолютно очевидно, что нельзя. То есть формат любых мероприятий, он должен обсуждаться, согласовываться, и индивидуально мы можем уже принимать решение. Потому что о каких конкретно мероприятиях вы собираетесь сейчас, ну, вы говорите, я не знаю, сколько человек на них планируется, 3, да, или, скажем, 30. Да, то есть понятно, если мероприятие там в 3 человека, то почему нет? Да, если в 30, значит, надо смотреть, что это за мероприятие. Понятно, что у нас пока такой большой аудитории, чтобы мы соблюдали социальную дистанцию, на данный момент нет. То есть все нужно просто смотреть и согласовывать, исходя из ситуации. Да? Выход, выгода, да, результат планируем от мероприятия и риски. То есть взвешивать те риски, которые есть. Если это не противоречит вот тому регламенту, который принят сейчас в университете, то можно. Если нет, то нет. Ну, Наиля, вопрос, да, если придешь с температурой, то какую справку от врача нужно приносить? Да, Наиля, ну вот Андрей Николаевич с самого начала очень четко пояснил, что с температурой приходить не надо. С температурой вы идете к врачу, да, и лечитесь. Просите от врача, что там, я не знаю, рецепт, диагноз, и лечитесь. С температурой приходить не надо. Да, по общежитиям давайте. Ага. По поводу общежития, вопрос по общежитиям от Ильи. Был вопрос, если вы уже уплатили, у вас там остался, так скажем, перерасчет. И такой же вопрос тоже где-то тут был. Отвечаю сразу. То есть, если у вас есть на счету остались деньги, то есть, имею в виду про перерасчет, тогда эти деньги, они будут засчитаны вам за будущие месяцы, так скажем, проживания. Об этом вам подробно как раз-таки и скажут при заселении. И про... Так,
Ну, всё. Да. Мгм. Вот здесь вопрос пишут, был упущен про группу по МХЭК, да, первый курс. Ну вот какой вопрос? Сейчас это надо нам отматывать. Может, вы еще раз просто его продублируете, и мы ответим. Вот пятый курс, Ксения спрашивает, будут ли у пятого курса ГОСы? Ребят, ГОСов у вас не будет. Имеется в виду, ну что вы имеете в виду, наверное, экзамены, да? То есть государственная итоговая аттестация у вас будет проходить уже в том формате, который, в общем-то, с прошлого года был принят, да? Он предусмотрен вашим учебным планом, да? В учебных планах очень четко прописано, что государственная итоговая аттестация предполагает у вас только защиту выпускной квалификационной работы. Это точно. Здесь экзаменов, государственные экзамены уже сейчас на бакалавриате у нас не вернутся. Вы защищаете ВКР. Так, о перерасчете цен мы озвучили, да, на общежитие, на обучение для коммерции. Да? Нет, это другой вопрос, это не общежитие. Поняла я вас, да, сейчас. Что касается коммерции, нет, какой-то перерасчет цен на обучение здесь не планируется, потому что я совсем не пойму, почему он должен быть, да, и где, кто, когда хотел разговаривать по этому поводу. Да. Помнится, вот вы задаете вопрос, помнится, еще в том семестре говорили о перерасчете цен на обучение для коммерции, даже комиссию какую-то хотели создавать, кто хотел, когда хотел. Антон, давайте конкретно, да. Пожалуйста, давайте будем говорить языком фактов. Кто хотел, когда хотел и по какому поводу хотели пересматривать вопрос. Да? Но, насколько мне известно, цены на обучение для коммерции не пересматриваются. Так. Роман, не пойму, что значит отличие колледжа от вуза? Смысл вопроса, Роман. То, что там все выходят, но я уже сказала, да, что среднее профессиональное образование, да, они студенты, да, с СПО, они сейчас по ним принято другое решение, так же, как и в школе. В школе тоже все сейчас учатся, да, но по вузам решение другое. Я понимаю третий курс, что вы рветесь на учебу, и четвертый курс, который не выпускной. Но мы уже с вами сейчас это обговорили. Есть ли смысл еще раз вот толочь воду в ступе, не вижу. Вот. По общежитию вопрос все-таки Назгуль. По общежитию на этот вопрос уже Рамис Самадж говорил, отвечал, да? Вот. Полина, защита дипломов у пятых курсов в соответствии с графиком учебного процесса. Графики все на сайте размещены. То есть вообще график государственной итоговой аттестации, да, то есть, вернее, в графике учебного процесса вы видите, да, временные рамки, да, которые отведены на итоговую аттестацию. И вот в этом периоде временном и будет составлено расписание по защите выпускной квалификационной работы. Что касается практик, я уже тоже ответила, что практики вы связываетесь с руководителями образовательных программ, да, и уже с ними выясняете, где она у вас проходит. В каком формате будет проходить защита ВКР? Ну, сейчас 100% мы не ответим вам на этот вопрос, но подразумевается, что если выпускные курсы выходят, но они сейчас учатся очно, да, что будет к лету, когда придет время защищать выпускную квалификационную работу, мы действительно не знаем. Поэтому, ребят, вот сейчас та ситуация, вообще, ребят, наверное, сейчас та ситуация, когда загадывать наперед, даже на месяц вперед, даже на неделю вперед, в принципе, загадывать никто не может. Вот вы видите, что мы живем в новых условиях, когда любое планирование, любое, да, загадывание, забеги вот такие вперед, то, что связано с очным обучением, да, с очными мероприятиями, заочными, ну, практически невозможно. Это новый формат, новая реальность, и к ней надо привыкать. Поэтому, ну, просто сейчас говорить, ну, наверное, но я не люблю такие беспредметные разговоры, ребят. Поживем, увидим, посмотрим по ситуации, как будет. В любом случае, надеемся, что защита ВКР будет. Вот это точно. То, что ВКР надо писать, готовиться, работать с научным руководителем, это 100%. Вот. И готовиться очень ответственно.
Так, вот если у студента появится температура, да, не при заселении, а в процессе обучения, пустят ли его в общежитие? Ну, пустят в общежитие, а куда же вы денетесь? Общежитие – это ваш дом на время обучения. Это ваш дом, да, поэтому в общежитие вас, само собой, пустят. Куда деваться? Ну, естественно, с маской, соблюдением всех мер предосторожности. Вот. На дорогу уходит очень много времени, у некоторых 5 часов, у кого-то еще больше. А если не будет возможности зайти в ЛМС, это будет считаться пропуском. Вот вообще не поняла связь. Читаю вслух еще раз, Катя, ваш вопрос. Здравствуйте. В дорогу уходит очень много времени. У некоторых 5 часов, у кого-то больше. Если не будет возможности зайти в ЛМС, это будет считаться пропуском. Катя, вот вообще никаких связей структурных между вашими 3 предложениями я не могу найти. Вот просто взаимосвязи не вижу. На дорогу уходит много времени, поняла. Да, у кого-то 5 часов, вы имеете в виду, когда вы на выходных возвращаетесь домой, что ли? Может быть. Да, но 5 часов точно не уходит ни у кого из тех ребят, кто живет в городе, например, да, или кто каждый день добирается сюда на обучение. Если не будет возможности зайти в ЛМС, у вас должна быть уважительная причина, о которой вы должны сообщить. Да, в любом случае. Мы всегда, да, Радмир Рустамович спрашивает у старост по поводу пропустивших занятия, да, и, как правило, ребята пишут объяснительную, да, говоря о том, какая причина того, что вы не зашли в ЛМС. Вот. Опять про общежитие, да, пожалуйста. Ага. Так, вот тут 2 вопроса было про общежитие. Можно ли заселиться в 15 числа? Так, то есть заселиться можно будет в рабочее время, в рабочие часы. То есть, вам предварительно необходимо связаться все-таки с дирекцией студгородка для того, чтобы, приехать, допустим, в то время, когда они будут там, поскольку у них уже, так скажем, возможно, будут какие-то совещания собственные, поэтому прежде чем ехать и заселяться, лучше позвоните заранее и согласуйте время и дату. Вот так вот. Вот, здесь, да, очень много вопросов еще по вообще чистоте в общежитии, да. Ребят, когда мы делали обход, да, и приходили, навещали студентов-первокурсников в сентябре месяце, да, то, в общем-то, все те, скажем, такие настораживающие нас моменты, по крайней мере, которые мы заметили, которые легко устраняются, мы тогда и поговорили с комендантом, да, общежития и сделали определенную запись, и они, насколько я знаю, устранялись. Вот, поэтому я думаю, что то, что касается порядка в общежитии, да, и условий вашего проживания, то уже в рабочем порядке, да, и с комендантом, да, мы точно так же будем решать, какие будут возникать у вас ситуации. Просто беспредметный разговор давайте вести не будем. Хорошо? Что еще у нас? Про большую перемену я уже больше не отвечаю. Да, вроде исчерпывающий был ответ. Да, нового ничего другого сказать не могу. Угу. Пожалуйста, да, дальше. Так, по поводу Кира. При заселении да, действительно такая информация она была. Как быть? Давайте, Кира, здесь это правило тоже устанавливаем не потому что, то есть, что нельзя заходить родителям, не потому что да, нельзя и все, и точка, да, но дело в том, что для того, чтобы минимизировать количество контактов в общежитии, где живут студенты, да, где живут сотрудники, принято решение сопровождающим все-таки туда не заходить. А что касается сумки, тяжелый багаж, дробите сумки и багаж на несколько маленьких сумочек и поднимайтесь несколько раз тогда. Что тут делать? Ребята, у меня у самой ребенок в общежитии жил, и поэтому не берите большие, огромные сумки, которые нужно приносить. А потом, ребят, девочки, Кира, у нас есть очень много мальчиков на факультете. У нас один из тех факультетов, где, слава богу, мальчики есть.
Поэтому договаривайтесь с однокурсниками, взаимопомощь, взаимовыручка. Никто этого еще, Кир, не отменял. Но нельзя заходить родителям. То есть здесь есть такое у нас распоряжение для того, чтобы минимизировать контакты различных чужих людей. Ну вот по поводу заселения после практики, я уже и ранее отвечал на данный вопрос, что согласовывайте дату с дирекцией студгородка в рабочее время, в рабочие часы. Ну, на вопросы по практике мы ответили, да, уже, что только с руководителем ОПОП, да? А, ребят, уже частные вопросы, как заносить холодильник, я не знаю, шкаф, телевизор, ну что еще и так далее. Давайте такие вещи решать в рабочем порядке, да, в том числе с комендантом общежития, я думаю, что, да? Ну, будем ли мы освобождены от пар в день заселения? Ну, в день заселения вы учитесь в ЛМС, да? Поэтому я думаю, что вы все можете прекрасно совмещать. Ну все, дальше у вас пошли уже совершенно частные беседы друг с другом. Я вижу, что вы просто очень рады такой коммуникации взаимной. Многие давно просто не виделись, не слышались, видимо. Но, по крайней мере, какие-то положительные эмоции здесь уже в чате видны. Да, мы успели, Ксения, прочитать сообщение, которое удалили. И видим, что вы в хорошем эмоциональном фоне находитесь перед заселением, перед очным обучением. Но надеемся, что у вас такой же оптимизм будет и по учебным, и другим вопросам, касающимся наших мероприятий и студенческой жизни. Ребят, есть ли еще конструктивные, действительно серьезные вопросы, которые вас волнуют? Есть ли какие-то вопросы, опасения у родителей? Да, хотя понятно, что мы все взрослые люди, вы взрослые люди, совершеннолетние, да, но родители, сколько бы вам ни было лет, они тоже всегда переживают, когда отпускают вас далеко от дома, тем более те, кто не уфимские. Поэтому, пожалуйста, есть ли еще какие-то конструктивные вопросы, на которые мы не ответили или которые вас действительно волнуют? Ну вот этот вопрос, да, Ксения? Второй курс. Второй курс у нас с 8 утра заселяется, да? С 8:30. Угу. Ну, я думаю, что пропуском, наверное, это считаться не будет, но главное здесь не злоупотреблять, вот так, как и говорил вам Андрей Николаевич, да? Вот, тем более, что тогда, ну, во-первых, не весь второй курс, да, заселяется в общежитие. Там есть и уфимские ребята, которые проживают не в общежитии. Есть ребята, которые снимают квартиру, насколько я знаю, да, и они тоже не заселяются в общежитие завтра. Вот, поэтому все, кто не заселяется, они должны там быть. Ну, а в индивидуальном порядке, если у вас уважительная причина пропуска – это заселение, вот именно в это время, то это уважительная причина. Поэтому, Ксения, здесь переживать не стоит. Конечно. Есть ли еще какие-то вопросы? Да, преподаватели будут ли прививаться? Ну, во-первых, да, мне не нравится ваш ник, извините, аноним-анонимыч. Я вот сижу не аноним здесь и не анонимыч, поскольку вы меня и видите, и слышите. То есть, по крайней мере, сделайте приличный ник для того, чтобы общаться. Мы, по крайней мере, у нас есть своя определенная все-таки, ребята, этика в институте, которую нужно соблюдать. Есть ли еще конструктивные вопросы? Роман, вот в беседе со старостами я сама состою, да? В беседе со старостами есть замдеканы, есть специалист по учебным вопросам, да, по учебно-методическим вопросам, да, наш методист. И поэтому, ну, я уже опять-таки отвечала на этот вопрос, да. Январь был полон слухов. Ну, Роман, историк любой, гуманитарий, первое, должен уметь на третьем курсе 100% отличать слухи от объективной информации. По крайней мере, сам должен уметь это различать. Это вот вопрос уже о формировании наших профессиональных навыков. И второе. Любые слухи
да, если они настолько сильно вас будоражат, вы можете развенчать одним вопросом в чат с представителями деканата, да, с директоратом. Вы все старосты в этих чатах, вернее, в этих чатах со старостами все представители деканата есть. Поэтому, пожалуйста, вы задаете вопрос старости, староста пишет вопрос в нашу группу, мы отвечаем на этот вопрос. По-моему, у нас коммуникации достаточно нормально, четко были отработаны. Это я только один канал коммуникации назвала, да. Плюс еще у вас есть и контакт, да, насколько я знаю, и Телеграм, где вы общаетесь и с Рамис Аматовичем, да, по воспитательной работе, и общаетесь очень тесно с методистом Радмиром Рустамовичем, поэтому, Роман, ну и вообще слово «слух», ну что такое слухи, да. А в корпусе санитайзера у нас есть. Есть еще вопросы? Ну, похоже, да, похоже, все. Вот. Ребят, на самом деле мы, конечно, читаем вопросы в чате, но мы привыкли с вами уже и к другому общению, да, когда мы общались с вами онлайн, вот и со студактивом, и со старостами, и с некоторыми группами, да, частично не со всеми, но с некоторыми группами мы встречались в онлайн-формате у нас на факультете и привыкли к тому, что вы задаете вопрос вслух. Действительно, вот кто Антон, да, Плеснин, да, говорил, что мы уже тут прям изнемогаем, да, на дистанции. Ну, действительно, вот когда просто читаешь, вопросы немножко сложнее. Да, тоже хочется и пообщаться, и услышать ваши голоса, и увидеть вас, но подождем и будем надеяться, что все вернется в тот же привычный для нас формат. По крайней мере, мы оптимистично настроены всегда. Вот, и надеемся, что вы тоже полны именно оптимизма. Вот. Еще раз, ребят, те, кто заселяются и приходят учиться 8 февраля и 15 февраля, да, большая просьба. Маски, масочный режим, не подводить никого. Вот. Что у нас? Связь пропала? Почему? Что сделали? Ага, ребят, да, хорошо, что мы подстраховались. Вот, значит, ребят, поэтому я вас очень прошу не подводить никого, ни самих себя, ни нас, маски, масочный режим, санитайзеры и так далее. Вот, ну, как советуют медики, вообще хорошее настроение, запас витаминов, витамина D, витамина С. Я думаю, что родители, наверное, тоже о вас хорошо позаботились, и все витамины, которые вам можно пить, пить порекомендовали. Ну и, кстати, хорошее настроение тоже имеет очень большое значение. Вот, поэтому, да, Неля, спасибо большое, до встречи 15 февраля, очень рады. Действительно, очень рады вас всех встречать, видеть. 3-4 курс, не теряем оптимизма. Вы с нами постоянно на связи. Я надеюсь, что, еще раз повторяю, если нужны какие-то онлайн-встречи, да, с деканатом, с заведующими, с руководителями ОПОП, пожалуйста, вот пишите, выражайте свои такие желания, пожелания, и мы с вами вполне в рабочем порядке встретимся. Вот. Поэтому хороших вам предстоящих уже выходных, да. И, ребята, тоже еще раз хотелось бы сделать несколько объявлений. Я постоянно об этом говорю, напоминаю вам, вот, что сейчас у нас очень много научных мероприятий, которые организуют кафедры на факультете, которые организует институт, да. Очень прошу и надеюсь, что проекты у нас будут и на конкурс «Моя земля в цифровой проекции», и вы уже начинаете продумывать свое участие и в конференции «Человек, общество, культура, социум», да, в конференции ЧОКС, которая планируется в апреле, и в предстоящем конкурсе, традиционном тоже конкурсе эссе «Взгляд молодежи на мир». Он у нас посвящен 55-летию предстоящему уже университета. Вот. Поэтому постарайтесь, особенно к 3-4 курсу обращаюсь, у которых сейчас пока нет траты времени на дорогу. Постарайтесь максимально проявить себя, побольше получить сертификатов, дипломов и опыта
хорошего такого участия в этих мероприятиях, да, именно профессионального, будущего профессионального опыта. Что касается конкурса «Учитель будущего», для старост рассылка делалась периодически, да, не один раз, вот, то я должна сказать, что, к сожалению, ребята, правда, к сожалению, у нас зарегистрировались только 4 студента. Это магистратура и бакалавриат. И мы держим кулачки. Они сейчас проходят вот первый этап тестирования в этом конкурсе. Но еще раз прошу быть поактивнее для того, чтобы реализовать себя. Сейчас у вас время самореализации в хорошем плане, в профессиональном плане, в личностном плане. Время для активного, хорошего личностного роста. Поэтому не теряйте время. И дистант нужно тоже использовать во благо. Всем желаю, в первую очередь, ребят, здоровья, всем хорошего настроения и во всем здравого смысла. Могу передать микрофон, кому скажете, да? Но я думаю, что мои коллеги присоединяются, поскольку мы действительно вас все ждем и очень-очень любим. И гордимся нашими студентами. И хотим гордиться дальше. Всего доброго, хорошего вечера.